Брэсцкая школа атрымала ліст ад каралевы Англіі. Чаму і пра што піша англійская каралева брэсцкім школьнікам, высвятляла Марыя Тройніч. Вучні 6 А ведаюць об Англии только из подручников и фильмов. Ребят, скажите, пожалуйста, кто знает, сколько километров от Бреста до Лондона? Не знаете? 2200 километров. Каб туманный Альбион не казался таким далеким, наставница пропоновала отправить у Англию листы. И кому? Самой Елизавете II. Повіншаваць королеву с днем народжения захотелось кожному вучню. Атрымалось больше за 25 посланий. Мы поздравляли ее с днем рождения, рассказывали о своем прекрасном городе Бресте, рисовали рисунки и писали, как мы здесь живем. Спрашивала, когда у нее день рождения, есть ли у нее сыновья или дочери. Вопросы задавала. Сколько у нее нарядов в гардеробе и сколько комнат во дворце. У тым, что королева откажа, никто з вучняў не сумняваўся. Я была уверена, что королева пришлет нам ответ, так как мы писали всем классам, и очень хотелось услышать, что она нам напишет. Доўгачаканы ліст з Букінгемскага палаца шоў да Брэста 3 месяцы і не адразу трапіў да сваіх адрасатаў. Па памылцы яго атрымаў іншы чалавек, аднак, на шчасце, перадаў школе. У сваім лісце Елизавета II дзякуе вучням за віншаванне и добрые словы. Ученикам 22-й школы королева благодарит вас за ваши письма, и она очень рада их получить. Королева благодарит вас за вашу доброту, и спасибо большое, что вы рассказали про себя, про ваши хобби, про свои интересы, и о вашей школе, и о вашем городе Бресте. Наставница Ольга Хілі сцвярджае, листы до королевы есть не что иншее, как метод вывучения мовы. Сейчас в 11 классе у нас экзамен, и надо, чтобы дети разговаривали. А как дети будут разговаривать, если они не понимают, для чего им этот язык нужен? И я думаю, что это вот письмо, это вот первый шаг к тому, что дети будут разговаривать, они будут стремиться выучить этот язык и будут хотеть красиво разговаривать, правильно разговаривать и использовать его в своей дальнейшей жизни. Мария Тройніч, Юрий Плінда, областные новины, Брест.